Коми 283 новых случая инфицирования ковид, 5 летальных исходов. За все время пандемии скончалось 1102 человека. Первый компонент вакцины получили 168 697 человек, второй – 120 089. А накануне в столицу Коми доставили большую партию антисептиков. Об этом рассказал глава республики Владимир Уйба и заодно развеял некоторые мифы о прививках. Подробности знает Елена Кононова. 4 фуры антисептика, без которого в период пандемии никак не обойтись. Еще столько же ожидается до конца недели. Средства для дезинфекции выделены республике безвозмездно по линии Росрезерва и получено от корпорации «Росхимзащита». За помощью Владимир Уйба обращался к Михаилу Мишустину. Правительство пошло нам навстречу, выделило очень большую партию, 147 500 литров антисептика. И здесь еще одна благодарность компании «Лузалес», потому что нужно было доставить этот антисептик из Ставропольского края. Первая партия, как я сказал, уже поступила, мы ее передали в учреждение здравоохранения, в школы, ДДУ и в социальные учреждения. Антисептик – дорогое средство, а расход его особенно велик сейчас, когда заболеваемость ковидом в регионе растет. Больница Коми открывает дополнительные койки. Из 2600 места более 2000 уже заняты. Глава региона Владимир Уйба повторяет, обезопасить себя можно только вакциной. Не стоит думать, что здорового человека коронавирус обойдет стороной. Молодой человек, особенно ведущий здоровый образ жизни, занимающийся спортом, считает, что он справится с вирусом и так. Но только не с ковидом. И основная проблема, почему сегодня молодые болеют и болеют тяжело, это именно запущенность заболевания. То есть молодые люди в основном обращаются за помощью, приходят в медицинское учреждение с запущенным случаем, когда уже есть пневмония. А это уже стационарное лечение и достаточно тяжелое течение. Да, безусловно, после прививки тоже можно заболеть, ведь иммунитет формируется примерно через 6 недель после вакцинации. Поэтому важно всем и всегда соблюдать масочный режим в общественных местах, обязательно обрабатывать руки. Помните, вирус мутирует, появляются новые штаммы, а привитый человек, если и переболеет, то в легкой форме, без осложнений. Впрочем, некоторые граждане не доверяют отечественной вакцине, просят импортную, та якобы лучше. Но это не так, уверяют инфекционисты. Все разрабатывали одновременно, да, в одно и то же время, одинаково быстро. Поэтому, например, наш спутник, наш ГамКовид-ВАК, да, это идентичная вакцина AstraZeneca, да, которую разрабатывают также векторная вакцина, также на основе аденовируса, но другого аденовируса, другого типа аденовируса. И по данным исследований, да, проведенных за последний год, вот когда они стали использоваться, показали даже меньшую эффективность по профилактике новой коронавирусной инфекции, да, те вакцины, которые вот на сегодняшний день есть. Наш спутник ВИ прошел 3-ю фазу исследований. Вакцина безопасна. Ее эффективность более 91%, отмечает Татьяна Безуглая. И для того, чтобы выработать спасительный коллективный иммунитет и побороть коронавирус, необходимо привить более 60% населения. В Коми первый компонент вакцины уже получили 168 697 человек. Второй – более 120 000. Елена Кононова, Виктория Денисова, телеканал Юрган.